Почем нынче газ и почему такой дорогой? На эти и другие вопросы уже целый день дают ответы сотрудникам УФАСа, владельца автозаправочных станций, в ходе рейдового мероприятия. Магомед Башир Кациев занимается предпринимательской деятельностью с 2001 года. Тогда он и основал свою АЗС здесь, в городе Карабулак. Ценовую нестабильность он объясняет ростом закупочных оптовых цен. Поставщиками этого вида топлива являются розничные хозяйствующие субъекты, и как раз они самостоятельно и формируют розничную цену, показывая накладные, сертификат соответствия продукта и счета, по которым, кстати, видно, что покупает он сжиженный газ в Астрахани. Он также приводит и другие причины резкого скачка цен. Все мы знаем, что у нас в республике ни газ, ни бензин, ничего не добывается. У нас нет нефтеперерабатывающих заводов, у нас нет газоперерабатывающих заводов. Это все мы получаем с других регионов России, нашей великой необъятной. Недавно была цена совсем доступная, приемлемая, сейчас цены пошли вверх. Это связано с тем, что во время карантина движения почти не было, практически мы все это знаем, видим. И в связи с этим заводы резко накинули цены. Нельзя не отметить и то, что автолюбители считают такие действия следствием злоупотребления владельцами АЗС своего, так скажем, служебного положения. К примеру, Ислам Балаев покупает газ именно на этой автозаправке уже несколько лет. И, как рассказывает сам водитель, он установил газовое оборудование в машине в целях экономии. Сейчас с нескрываемой иронией рассказывает, покупать сжиженный газ наверняка уже скоро будет не по карману. ساعتها مغدوشة problem يا سدواتشان problem يستون دالدو أبيخا مغ أباخ بس حنا 16 بلا 17 بلا داخل مغ دواتشتير دواس بيت بلا در أش بعد ستدش دالدو ديز مغ أباخ بس حنا دوختيس فول دواتشا دوختيس دوتشان problem مش تيس أشتو غاز سان ليوتشو بنزين ليش أحنا مديوجي دواس بيت بلا بن غاز حلي يهوش. Возмущения автолюбителей подкрепляются и тем фактом, что в разных районах и городах республики цены могут существенно отличаться. К примеру, стоимость сжиженного углеродного газа в АЗСах от Малгобека и Тамагаса варьируется от 20 до 25 рублей. Да и вообще на двух заправках, находящихся на расстоянии полкилометра, цена может быть совершенно разной. Цены на сжиженный газ, который продается на АЗС, это не является, естественно, монопольным видом деятельности, и поэтому государством эти цены не регулируются. Это является свободная цена. Она формируется с учетом рыночных механизмов. Это баланс спроса и предложения. Чем ниже спрос, чем ниже предложение, тем будет выше спрос, да, и цена будет расти. Это как бы постулаты рыночной экономики. Вместе с тем, цена, сам вид деятельности является свободным. И судя по нашим АЗС, которые у нас есть на территории Республики Ингушетия, относительно с небольшим входной стоимостью. То есть любой желающий, если там запредельные какие-то доходы есть, имеет возможность открыть и сам АЗС, и таким образом он, наоборот, обострит конкуренцию, и чем выше конкуренция, тем ниже цена и лучше качество. Это тоже механизм рыночной экономики, поэтому это было бы лучше. Чем больше у нас будет АЗС, тем больше цена. Важно отметить, что сотрудники Федеральной антимонопольной службы либо других ведомств не могут устанавливать свою ценовую политику. Они же как раз сейчас и проводят мониторинг цен, который позволит выявить возможный сговор предпринимателей. К примеру, устоявшиеся подолгу одинаковые цены на топливо – это как раз является поводом для возбуждения антимонопольного дела со всеми его вытекающими последствиями. Вместе с тем и сам этот механизм антимонопольных дел, возбуждения, рассмотрения его необходимо применять очень аккуратно. Потому что штрафы, они очень существенные. Если наложить на компании такие огромные оборотные штрафы, которые мы применяем, к примеру, свой последний штраф мы наложили в размере 7 миллионов, а до него был штраф 27 миллионов, то вот и те даже АЗС, которые у нас работают с небольшой выгодой для себя, даже они могут закрыться. Поэтому этот механизм очень аккуратен к применению. Его нельзя просто так применять и штрафовать всех подряд. Поэтому здесь лучше применять второй механизм. Это создание конкурентных условий со стороны власти. Поэтому чем больше будет удобно, чем больше удобно будет в данной сфере работать бизнесу, тем будет больше и тем будет ниже цена.
Ни для кого не секрет, что на стоимость газа влияет целый ряд факторов. Это и динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике и, конечно, ожидаемая прибыль со стороны розницы. Но вместе с тем сотрудники УФАСа, да и просто автолюбители едины во мнении, что человеческий фактор, равно как и совесть, никто не отменял. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.